Экологические проблемы землепользования, некоторые вопросы правового регулирования и использования земель в Абхазии, государственный кадастр недвижимости, градостроительный кодекс. Эти и другие вопросы стали главными темами круглого стола в АГО. Открывая встречу, ректор Государственного университета Олег Угварамия отметил необходимость создания водного, земельного, лесного кодексов нашей страны. Имеем сведения о том, какие у нас богатства, и уголь есть, и металлы есть хорошие, там, и прочее, прочее. Проходит время, а мы обсуждаем вопросы, не имея соответствующих кадастров. А кадастр переводится как систематизированный свод сведений. Это различные направления, которые очень важны для нашего государства. В начале беседы ее участники отметили, что вопросы использования земель и их охраны, а также кадастра всегда актуальны, так как после человеческого земельный ресурс является ключевым в любой стране. Это и политика, и экономика, и будущее. Поэтому все вопросы, связанные с землей, ее рациональным использованием, охране, конечно, должно придаваться ключевое внимание. Тема, которая заявлена сегодня, она отличается высокой актуальностью, высокой научной и практической значимостью. Как все мы знаем, в соответствии с Конституцией нашей республики, земля является достоянием нашего народа и не подлежит продаже. И, безусловно, вопросы землепользования имеют архиважное значение. Доклад на тему развития территориального планирования и зонирования земель в Республике Абхазия с учетом практики и методики Российской Федерации представил профессор, начальник отдела науки и аспирантуры Тимур Шалов. Количество информации, знаний по КБР у меня больше. Я рискнул именно на примере сравнения одного из регионов России, Северокавказского региона Кабардино-Балкарии и Абхазии привести данную попытку анализа. Территориально горная часть в Абхазии, как мы знаем, занимает 2/3 территории. По данным различных источников, официальных 64%, около 5500 километров. Холмистая низменная часть, остальная треть. По Кабардино-Балкарии то же самое получается. Если суммировать предгорную и горную зоны, они занимают 2/3 территории. Доклад на тему некоторых вопросов землепользования в условиях современной Абхазии представил заслуженный работник Высшей школы республики, доцент АГУ Александр Страничкин. От того, как используются земли, зависит наша продовольственная составляющая. Я не собираюсь говорить о том, что все плохо. Есть множество примеров, когда сельхозпроизводители показывают достаточно эффективное использование земли для производства продуктов. Мы должны перейти к товарному производству сельхозпродукции, ее хранению и переработке. Если туризм является локомотивом нашей экономики, и он должен иметь мультипликативный эффект, то сельское хозяйство должно быть одним из факторов развития. В рамках встречи министр экономики Кристина Озган подчеркнула, что существующие формы законодательства, которые применяются на практике, не работают эффективно. Главной проблемой является то, что принятые землепользователями обязательства не выполняются. Земельный налог, он низкий, арендная плата формируется из расчета ставки земельного налога. И получается, что можно взять 50-100 гектаров и, в принципе, платить небольшую нагрузку в виде земельного налога, а жестких ограничений по неисполнению обязательств и обратному отчуждению, в данном случае в пользу государства, значит, этот механизм, к сожалению, не работает. Это действительно так. Тут вопрос, конечно, к системе в принципе. Обсудили и экологизацию экономического развития. Одной из наиболее характерных черт современности является экологизация экономического развития. Если экономика на индустриальной стадии развития нацелена на быстрый экономический рост в условиях потребления сырья и топлива, а значит на усиление деградации окружающей среды, в особенности экосистем, то для постиндустриальной экономики типичен преимущественный рост третичного сектора или сферы услуг.
В ходе беседы ее участники еще раз отметили необходимость грамотного и бережного использования земель, а также принятия градостроительного кодекса. Земля – это, наверное, одно из богатейших ценностей нашей страны. Ее потенциал, он точно, и грамотное распределение земли точно даст возможность поступательному развитию нашей страны. Вовлечение земли в оборот – это задача не только нашей страны, это задача любого государства. Насколько грамотно вовлекать, какие нужны решения для этого. Определив свои границы, и сегодня работает комиссия по демилитации, и знаем свои границы, определяем, и наше основное, как вы заметили, помимо человеческого ресурса, основными достояниями и богатствами являются земельные ресурсы. Все мы понимаем, что все войны, конфликты, все это происходит, в основном причина это территориальные споры. И после определения своих границ рациональное использование этих территорий является основной задачей. Также темами для обсуждения стали растительность и почва в Ризинском реликтовом национальном парке. Гугуца Вардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.